банковской ставки 3%. Причем в течение первых 6 месяцев можно будет не платить ни процента, ни основную сумму долга. Как и предыдущая ФОД 2.0, новая программа должна помочь бизнесу, который сложнее других восстанавливается из-за распространения коронавируса. Это в том числе компании, которые работают в сферах общественного питания, культуры, спорта, развлечений и других областях. Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей. ТЖС также сообщил, что введение нового порядка техосмотра автомобилей переносится с 1 марта на 1 октября. Он напомнил, что в частности планировалось ввести электронные диагностические карты и фотофиксацию. Чтобы новая система заработала без сбоев, нужно как следует подготовиться. В Киеве сегодня началась вакцинация от коронавируса. Первую прививку сделал медик зав. Отделения реанимации Александровской клинической больницы. Об этом сообщила городская администрация Киева. Первая партия вакцины от коронавируса 500 тысяч доз, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенная институтом в Северской Индии, прибыла на Украину 23 февраля. Вакцину распределили по нескольким регионам страны. Киеву досталось более 42 тысяч доз. Ряд областей начал процесс вакцинации накануне. В итоге в среду были привиты 159 человек. Погода. В Москве сейчас температура воздуха выше нуля, плюс 1 градус. Облачно, без осадков. В основном атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Вести интернет. Москва 97,6, Санкт-Петербург 89,3. Приготовьтесь! Премьера года для всего народа. Любимая сказка оживет на большом экране. Ну, наконец-то. Настоящий Конек Горбунов. Уже в кино. Для зрителей старше 6 лет. 13 часов 34 минуты московское время. Продолжаем эфир Вести ФМ. Китай победил абсолютную бедность. Это заявил Си Цзиньпинь. По словам председателя КНР, за последние 8 лет почти 99 миллионов сельских жителей выбрали сеть нищеты. Все 832 бедных уезда и 128 тысяч бедных деревень были исключены из списка нищих. Си Цзиньпинь назвал это чудом, которое войдет в историю. Поговорим подробнее. С нами на прямой связи исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте уточним, о победе над какой степенью бедности идет речь в заявлении Си Цзиньпиня? Ну это вот как раз есть